Ну и снова здравствуйте. Сегодня у нас на календаре уже 16 октября. И время где-то уже 2 часа дня. С утра были дела, и я приехал. Зачем я приехал? Просто вкратце сейчас расскажу. Крайняя рыбалка, что была с Павлом Пашкой из НТ, завершилась небольшими приключениями. Там было уже не до съемок, я не снимал. У Пашки на канале вы все это увидите, если зайдете к нему канал. Он немного вел съемку. Короче, не рассчитывал я на прожорливость моего вихря. Был у меня полный бак, было в запасе 10 литров бензина. Я рассчитывал, что этого предостаточно. То, что я на Сузуки того не тратил, мне бачка хватало. Ну, так получилось, что сначала закончилось километров 5 бензин, но там я перевернул бачок, поставил под углом, и на последних каплях вот я доехал до этого места. Отсюда где-то километра 1,5, наверное, около 2 до будки, до села моего, где была машина. Я оставил Пашку здесь, сам бегом, прямо бегом, потому что времени оставалось уже меньше 2 часов. Бегом по кустам, по грязи этой, добежал до будки, взял ключи от машины, сел в машину, прилетел сюда, мы быстро все это затарили. На всех парах помчались в Троицк, быстро долетели. Короче, все было минута в минуту, секунда в секунду. Мы подъехали к остановке, а маршрутка уже стояла. Пашка просто перегрузился, сел и уехал. Ну вот, это было вчера. А сегодня я приехал с бензином, налил полный бак бензина, взял еще запас. Зачем я еду? Просто там у нас осталось 4 сетки, которые мы не успели проверить, так как опаздывали на автобус. А я живу, ну как сказать, если поставил снасти, проверяй, никогда не оставляй снастей, то сетки, то бишь продольники. Если я их закинул, то кровь из носу, но обязательно их проверю, обязательно их подниму. Оставлять это не в моих принципах. И вот сегодня вот выбрал минутку и еду, короче. Еду опять за 20 километров, чтобы поднять вот эти 4 сетки. Так что встречаемся на этих сетках. Что попадется, что не попадется, я обязательно засниму. Но это, конечно, вы все сами увидите. Поехали. Поехали опять в деревню. Как это передается на камеру, но волна просто огромная. Пробовал ехать посередине, практически не можно, но страшно. Вот, переехал на правый берег и потихоньку вот с края еду, где волна меньше. На глубоких местах, на открытых, просто огромная волна. Как бы, но быстро не поедешь, это точно. Здесь, правда, бывают перекаты. Можно сорвать шпонку. Но лучше с риском сорвать шпонку, чем с риском черпануть и залезть под волну. Ветрище северный против течения, так что волна, друзья, огромная. Ехать будем потихоньку, потому что быстро это вот так вот. Можно. Очень осторожно. Лучше рисковать не стоит, здесь вода еще поменьше. А по центру волна просто огромная. Так, едем, друзья, потихоньку. Лодка не груженная. Я просто боюсь, что лодку может выкинуть ветром. Вот. Она просто задирается против ветра. Вот такие, друзья, страшные волны. Вот они, вот они. Если быстро поехать на какой-то волне, если порыв ветра шандарахнет, я боюсь, что вообще лодку перевернет. Так что едем, друзья, потихоньку. Надеюсь,
до темноты успею поднять сети и вернуться. Все, погнали. Включаемся на проверку сетей. Ну вот, друзья, наконец-то и на месте. Прибыл на месте. 2 сетки там, 2 сетки здесь. Ветер стих, скоро начнет темнеть. И у меня, друзья, подвернулась, ну просто подвернулась удача. Боженька дал мне вот такую птицу. Подошел, то ли она была под ранком. Почему не улетела? Кряква обычно шугливая. Скорее всего, она была под ранком. Ну, я остановил ее на мучение. Что-то не пойму. Ну, короче, факт то, что, правда, пришлось раза 3, наверное. Вот такая вот, друзья, кряква, красавица. Вот она. Вот такая вот, друзья, кряква. Вот такая красивая самец. Так что я сегодня еще и с дичью. Мне уже повезло. И сразу же говорю, что все красивые перья этой кряквы будут отправлены Барановой Ирине в Питер. Привет, Ирина. Ты видела эту птицу? Эти перышки перелетят к тебе. И кое-что еще, если я найду, тоже отправлю посылочкой. Так что как-то вот так. Ну а мы приступаем к проверке сетей, к поднятию. Поехали. Вода прибыла. Мои сеточки по-любому утонули уже. Будем искать. Будем искать. Не понял. Не понял, Мура. А вот она. Вот она, моя сеточка. Пустая. Пустая. Никого здесь не было. Сеть пустая. Ну, ничего страшного. Пустая так пустая. Сеть у нас здесь стоит 40-очка. И за 3 суток здесь не проплывала ни одна рыбка, подходящая под эту ячею. Так что поднимаем. Еще перепуталась. И все, на этот сезон рыбалки считаем завершенным. Если шуги не будет, порыбачу еще на продольнике, может быть.
Ну, остальная рыбалка подождет до следующего сезона. Так, друзья, вторая сеть. Здесь у нас 30-ка. Вот в 30-ку, считай, летел только один окунь. Один окушок. Так, как бы нам сделать это еще? Начал проверку середина. Там вроде пусто. И здесь тоже не густо. Один окунь на 30-метровую сеть. Так что рыба сейчас, получается, не ходит или не заходит, или не знаю почему. Но рыба в сети не идет. Ни 40-ка, ни 30-ка. Они, в принципе, и тогда уже были пустые. Просто времени не было поднять. И мы были вынуждены их оставить. Так, что у нас на этой стороне? О, вижу рыбку. Вижу рыбку. На этой стороне какая-то рыбка присутствует. Вот тебе. Разница какая. Там не было. Так, мотор подниму-ка я лучше. Чтобы не путать. Ага, 35-ка. Подъязок. Окунь. Видно. Еще окунь. Два окуня. Опа-на. Вижу щучку, вижу вторую и еще окушка. Енскадан. Вот она. Щучка. Окушочек. И еще одна щучка там. Ну, полный рот сети запихала. Вот такие щучки плавали здесь летом, но не клевали. Так, еще щучка. Вот окунь. Окунь. Ну, сижок. Енскадан, иди сюда.
Пускает сижочек. И все, там дальше не видать что-то. Вся рыба была возле берега. Что-то перепутано все. Все. Дальше пусто. Так что делаем выводы. Рыба плавает возле берега. Так. Вот и крайняя 4-я сеть. И что мы видим? Что здесь уже идет течение полным ходом. Вода прибыла. Вот. Когда мы ставили, течения не было. И скорее всего она тоже будет пустая. Всю забила. Сеть здесь 35-ка. Вся в траве, вся в мусоре. Так что на течении и на глубине рыбы нет. Рыба только немного вот попала на тиховодье. Немного на тиховодье и возле берега там. А нет, вот одну рыбку вижу. Одна рыбка есть. Все-таки соизволила. И эта рыбка у нас щучка. Щучка, Янскадан. И все. И все. Вот и вся рыба. Нет, еще что-то есть. Вдалеке там вижу. Окушок. Нет, это не окунь. Это язёк. И там еще один язёк. А нет, это язёк. А вот это уже сижок Янскадан. Так что... Вот такой вот рыбный ассорти у нас. Вот такой вот сиг пролетает в 35-ку. Что мы имеем? 2 сишка, 3-4 мяска, там щук. Ну, килограмма 2, наверное, рыбы есть. Так. Все. И это неплохо. Добыли одну уточку. Поймали пару килограмм рыбы. Теперь по-быстрому собираем эту сеть. И пока совсем не стемнело, поедем в обратный путь. Ветер стих, слава богу. И мы на всех парусах помчимся. Ну, вот так коротко прошел наш сегодняшний выезд. Как вы видите, без труда не вынешь рыбку из пруда. Чтобы поймать даже эти 2 килограмма, надо довольно потрудиться, потратиться на бензин, найти время. Рыба сама в дом не идет. Ну и дичь вот повезло сегодня. Добыли еще и вот такого вот крякоша. Красавца. Вот такого. Так что я считаю, день удался. Домой приеду с дичью, с рыбой. И так всегда. Так что, друзья, на этой довольно хорошей ноте будем прощаться. Всем пока. И встретимся на новых приключениях. Если будут морозы, это будут уже снежные приключения, подледная рыбалка. Но если затянется, распутится, тоже сидеть дома не будем. Будем пробовать ловить на лимонопродольники. Ну или еще что-нибудь посмотрим. До свидания, друзья.